Да, поближе. Нет, а девчонке я отдала, она их фотошопит, потому что... Строевым там проводим, погрузим, в принципе, мы свободны. Скажите, пожалуйста, как узнали, когда ваш отец пропал? Вы помните? Книгу памяти взял, поэтому опять на руководителя. Не рад. Я говорю, что своего ждал. Сегодня мы встречаем делегации 3 регионов России и братской Кыргызской республики для того, чтобы они с почестями захоронили своих земляков на их родной земле. Запомните имена героев, сложивших головы на нашей Ульяновской земле. Брянцев Георгий, уроженец города Черкесска, Карачаево-Черкесской республики. Нургазиев Сарамбай, уроженец Тиньшанской области Кыргызстана. Салаватов Фахриддин, уроженец Архангельского района Башкортостана. Тимофеев Иван, уроженец Кемеровской области. Сегодняшняя акция еще раз подтверждает силу духа многонационального советского народа, который, объединившись одним фронтом, встал на защиту своего Отечества. Их подвиг всегда будет жить в наших сердцах. Сегодня на нашу Ульяновскую землю приехали гости из далекого Кыргызстана, Кемеровской области, Карачаево-Черкесской республики, Башкортостана. Вас приветствует советник посольства Кыргызской республики Ильязов Нурбек Качкынович. Дорогие калужане, сегодня мы все стоим на пороге 71-й годовщины начала Великой Отечественной войны, в которой народы бывшего Советского Союза, благодаря своей многонациональной сплоченности, героизму и самопожертвованию, одержали победу над фашистской Германией. Сегодня много было сказано о памяти, о том, что война не закончилась, пока не погребен последний солдат. Сегодня это особенно чувствуется. Мы на сегодняшнем торжественном мероприятии принимаем останки нашего земляка, кыргызстанца Нургазиева Сооронбая, который ушел на войну совсем молодым и сложил свою голову на вашей Ульяновской земле. И вы знаете, я думаю, что даже несмотря на свой молодой возраст, когда погиб наш соотечественник, его история к радости, она не закончилась, история его жизни. Принимая сегодня его останки, я вас заверяю, что мы переправим его в Кыргызстан, и он будет погребен со всеми воинскими почестями на своей родной земле. Я также хотел бы, присутствуя на сегодняшнем мероприятии, выразить особые слова благодарности поисковикам Калужской области, которые своим благородным и бескорыстным трудом сохраняют нашу память о том, что было 70 лет назад, о том, что наши народы вместе воевали, пребывали в одних окопах, делили один кусок хлеба и соль. И позвольте мне от имени чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской республики в Российской Федерации передать личное благодарственное письмо председателю Совета Калужской областной общественной организации поисковых отрядов «Патриотическое объединение «Память» Новикову Сергею Николаевичу. Выражена благодарность в лице Сергея Николаевича всем поисковикам Калужской области за ту священную, на самом деле это священная работа, которую они проводят. Спасибо. Представители администрации республик
представителей посольства, в адрес поисковиков, от лица всех поисковиков, одной самого святого, это Ахмед Салаватов. Он еще не родился, когда его... Во имя ее свободы и мирной жизни на земле. Глава Беловского городского округа Игорь Анатольевич Гусар. Лариса Викторовна, внучка Брянцева Георгия Павловича. Заместитель председателя... Ольга Юрьевна, едете сюда. Представителям Киргизской республики, уполномоченному послу Ольга Юрьевна, мы передаем также вам посмертную записку вашего земляка, геройски погибшего на территории нашей области. Вот здесь можно поесть. Таечки, девчонки, я отдала, она их фотошопит, потому что лишние совсем нет, тебе уже их отдавать надо. Сегодня на территории Ульяновского района Калужской области проходит очень знаменательное мероприятие – передача останков советских воинов, которые нашли поисковые отряды для того, чтобы их захоронили в родной земле. На Ульяновской земле сложили головы советские воины различных национальностей. И сегодня мы провожаем последний путь жителей Киргизстана, жителей Башкирии, Кемеровской области и Карачаево-Черкесской. Получается, что 2 раза в год мы проводим такие церемонии. На нашей территории в Ульяновском районе ежегодно проходит областная вахта памяти. Более 100 человек поисковиков проводят поисковые работы и поднимают останки советских воинов. С 27 апреля у нас в этом году идет областная вахта памяти. Более 600 останков поднято за этот период. 217 имен найдено. И мы очень рады приветствовать делегации, которые приехали сегодня из разных уголков нашего бывшего Советского Союза здесь, на нашей Ульяновской земле. Нам хочется поклониться землякам героев, которые защитили наш район, защитили нашу область, защитили нашу страну. Мы с большим уважением относимся к памяти павших. Здесь, на мемориальном комплексе, в райцентре, мы проводим военно-патриотические мероприятия с нашей молодежью и всегда рады видеть всех тех, кто приезжает к нам сюда в гости, поклониться своим родственникам. Спасибо. Заместитель главы администрации муниципального района Ульяновский район Калужской области Курбакова Тамара Васильевна. Сегодня посольство Крымской Республики в Российской Федерации совместно с администрацией Калужской области, администрацией Ульяновского района Калужской области
принимала участие в торжественной церемонии передачи останков воинов, погибших во время Великой Отечественной войны и ранее значившихся в списках без вести пропавших. Среди поднятых воинов есть один кыргызстанец, Нургазиев Сооронбай, который погиб на территории Ульяновского района Калужской области в 1943 году. Посольство связалось в настоящее время с родственниками Нургазиева Сооронбая, который в настоящее время проживает в Кыргызстане. Посольством также запланированы мероприятия по переправке останков нашего соотечественника в Кыргызстан. Этот вопрос находится на большом контроле у руководства Министерства иностранных дел, Министерства обороны. После прибытия останков Нургазиева Сооронбая он со всеми воинскими почестями будет захоронен в селе Карой Акталинского района Нарынской области. Работа в данном направлении посольством продолжается, поддерживаются тесные отношения с поисковиками Калужской области, Ржевского района, Волоколамского района, и вообще с администрацией и поисковиками тех районов, где шли боевые действия во время Великой Отечественной войны. Руководитель поисковых организаций Калужской области Новиков Сергей Николаевич. На сегодняшний день на территории Калужской области наши две организации наши, это областная поисковая память и межрегиональная организация молодежное возрождение работают. Численный состав двух организаций у нас насчитывает около 1000 человек. Поисковиков, которые беззаветно работают на приближение конца войны, той, которая еще считается неоконченной с 1945 года. Много людей, много семей, не людей, много семей потеряло своих родных и близких. Эта жестокая война унесла. Многие люди не знают, где захоронены их близкие. Поисковики своей титанической работой они приближают конец войны и делают так, чтобы конец войны приблизился как можно быстрее. Раньше в Советском Союзе, когда был Советский Союз, до развала, все государства входили в Советский Союз и защищали одну единственную родину свою. И солдаты, те, которых мы сейчас поднимаем, это лучшие сыны Киргизии, это лучшие сыны тех народов, которые остались лежать на поле брани. И все поисковики отдают им дань памяти тем, что поднимают из года в год сотнями солдат. И большинство из них мы передаем на родину. Республики, областя, они неравнодушно к этому относятся. Забирают своих солдат для того, чтобы на своей родной земле предать останки солдата своим почестям. И чтобы он вернулся назад спустя столько много лет, свыше 70 лет. Добрый день, уважаемые участники. Присутствует младший сын Салаватова Фахреддина, погибшего в боях в 1942 году. 71-летний Нурахмет Салаватов. Он еще не родился, когда его отец память Сергею Николаевичу Новикову за огромную работу по возвращению памяти о солдатах, погибших в той войне. Здоровья, счастья, удачи и всего самого наилучшего. Разрешите мне, уважаемый Сергей Николаевич, физическому воспитанию подрастающего поколения, поиск павших защитников Отечества, помощь в их захоронении. Правильно здесь сказали, что да, действительно, война не окончилась до тех пор. Благодарность, еще раз говорю, главе Ульяновского района Ольге. Значит, хлебали похлебку и то, что они приготовили. Глава Беловского городского округа Игорь Анатольевич Гусаров. И память тех, кого мы свято чтим. Давайте, люди, молчание.